Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, любители вольной борьбы. Мы вновь в прямом эфире, и мы ждем церемонию открытия первенства России по вольной борьбе среди спортсменов до 21 года. У нас сегодня первые финалы, финалы в 6 весовых категориях. Это 57, 65, 74, 86 и 125 килограммов. Да. Все 6 олимпийских весовых категорий. И у нас есть участники из Якутии. Это Лев Павлов за золотую медаль в весе до 57 килограммов. И в этом же весе будет выступал Данил Махначевский за бронзовую награду. Да, два финалиста у якутских борцов по итогам вчерашнего дня. Сегодня, к сожалению, да, у нас было два полуфинала, но они были очень близки, очень близки. Юлиан Григорьев показал вообще, наверное, лучшую борьбу, да, и Владимир Баяновский из якутских борцов. Они в предварительных раундах очень порадовали нас всех, любителей борьбы, но, к сожалению, в полуфинале, да, при равности счетов, да, там было 2-2, 1-1. И, к сожалению, да, в финал попали другие борцы. Но по ходу поединков выиграли они многих фаворитов на самом Конечно, деле, да, да. и призеров чемпионата России взрослого, и турнира Ивана Ирыгина, да, так что у ребят есть будущее, это мы увидели, в этом мы убедились, и это главное, наверное. К слову сказать, да, вот Юлиан Григорьев боролся с Абдурахманом Расуловым. Расулов призер чемпионата России среди мужчин, призер Ирыгинского турнира бронзовый, да, выступает по мужчинам уже второй-третий год. И наш 18-летний юниор, который буквально вчера вышел из кадетского возраста, показал такую равную. И мне кажется, он даже чуть-чуть был лучше. Да, на самом деле там можно было бы засчитать вот, да, то действие. Ну, многие, кто смотрели, наверное, поймут, но мы сейчас, конечно, не будем вдаваться в подробности и какие-то упаднические настроения вам навязывать, потому что завтра эти ребята у нас будут бороться за бронзовые награды, что тоже на самом деле неплохо. Ну а Лев Павлов сегодня будет бороться за золотую медаль. Эта схватка будет первой в финальных поединках. Ну а пока у нас церемония открытия. Режиссер церемонии Велена Константинова, сценарист Мария Егорова. Давайте все внимание отдадим церемонии награждения. Открытие. Внимание! Говорит и показывает город Якутск, столица Республики Саха-Якутия, центр спортивной подготовки «Триумф». Начинается торжественная церемония открытия первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. В эти дни на якутской земле проходят спортивные баталии, где на борцовском ковре встречаются будущие звезды борьбы России. Якутия встречает своих гостей из 42 регионов России. Приветствуем спортсменов, гостей земли Олонко. Олого ат кулун, бу ортодойдуга ананан келбет аналгынан, булагамас курдук мускуллан, үел талак курдук эриллен, атыр оғыз тарпат айқаллан, соногос ат соспот соргулан, сүйөккүн бүдүрүтүмө, туппуккун ыхыктыма, эппиккин энчиретиме.
Воля и борьба, гибкость и сила, захват и бросок. Все эти понятия тысячелетиями определяют борьбу как один из основных и фундаментальных видов спорта в мире. Занимая прочное место в каждой национальной культуре, обладая универсальным языком, она сегодня объединяет вокруг себя спортсменов из разных стран и континентов, способствует созданию мирного общества на Земле. Приветствуем участников первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года в городе Якутске. Еврейская автономная область, Сахалинская область, Хабаровский край, Республика Бурятия, Оренбургская область, Пермский край, Самарская область, Республика Татарстан, Ульяновская область, Чувашская республика, Архангельская область, Калининградская область, Ленинградская область, Республика Коми, Санкт-Петербург,
Республика Ингушетия, Ставропольский край, Чеченская республика, Республика Северная Осетия, Алания, Иркутская область, Кемеровская область, Красноярский край, Новосибирская область, Кабардино-Балкария, Республика Тыва, Республика Хакасия, Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Брянская область, Воронежская область, Республика Адыгея, город Москва, Московская область, Карачаево-Черкесия, Волгоградская область, Астраханская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Республика Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская область, Республика Крым, Республика Саха-Якутия. Two-step, 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 two-step. Bright lights, TV screen, feels like looking at a magazine. You run on the floor, feels like dancing is the way to go. But if you let her see that dancing look, show her that you're not that shy. Let her see that dancing look, show her you're that type of Для открытия первенства России по вольной борьбе приглашаются глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Геразиевич Мамьяшвили. Слово имеет глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Өтіктабыллах, сақам сірі, жоны әргеті. Өтік маны олжыттар, тұстуқтар, тренердар, тұстуыны әңгәрәтшілер, таптачылар. Бұқа барағытын бүйінгі үріләқ күйінен, он хәтті хыл болан баран, Жокускай коракка әдәдәргә Россия чемпионаты түнді бүтінен, ететік істейінне қағардәребін көңілі. Дорогие друзья, уважаемый Михаил Геразиевич, спортсмены, тренера, любители вольной борьбы, я очень рад сегодня вас приветствовать на открытии чемпионата России среди юниоров до 21 года. Через 17 лет чемпионат вернулся к нам в Якутск. Конечно, мы рады приветствовать здесь его. Большое спасибо Федерации спортивной борьбы России, что доверили проведение этого чемпионата Якутии. Мы всегда славились своей вольной борьбой.
рад, что сегодня вырастает уже новое поколение борцов и в Якутии, и в других регионах. 300 молодых борцов 42 регионов России сегодня выходят на ковер в городе Якутске. Я рад, что чемпионат России показывает, что борьба российская развивается, что у нее есть надежный тыл, надежный резерв. Мы помним, что с того чемпионата, который прошел в 2006 году в Якутске, вышли многие олимпийские чемпионы, чемпионы мира, в том числе и наш Виктор Лебедев тогда одержал первую свою большую победу. И я верю, что с этого ковра вырастут новые чемпионы. Как бы ни мешали российскому спорту эти безумные западные санкции, мы все равно вернемся и все равно завоюем все золото и Олимпийских игр, и чемпионатов мира, Европы, в общем, всех соревнований. Давайте пожелаем нашим борцам удачи, пожелаем счастливого ковра, и пусть победит сильнейший. Объявляю первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года открытым. Начинаем церемонию вручения наград Республики Саха-Якутия за заслуги в развитии физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания молодежи, массового спорта и спорта высших достижений, преданность своей профессии и многолетний добросовестный труд объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Сивцеву Ивану Николаевичу,
тренеру по вольной борьбе Государственного бюджетного учреждения Республики Саха-Якутия, Республиканская специализированная спортивная школа Олимпийского резерва в селе Барагонцы Усть-Алтанского улуса. Объявить благодарность главы Республики Саха-Якутия Уварову Василию Петровичу, тренеру по вольной борьбе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республиканское училище Олимпийского резерва имени Романа Дмитриева, город Якутск, глава Республики Саха-Якутия Айсен Николаев. Приветственное слово предоставляется президенту Федерации спортивной борьбы России Михаилу Геразиевичу Мамиашвили. Спасибо огромное, уважаемые друзья, уважаемый Айсен Сергеевич. Снова на гостеприимной земле Якутии проходит чемпионат России, отборочный чемпионат России. Сегодня здесь будут выступать спортсмены, которые будут продолжателями великих традиций. Великого Али Алиева, Романа Дмитриева, Сослана Андиева, Бувайсара Сайтиева, сегодняшних великих чемпионов Рашида Садулаева, Заура Угуева, Заурбека Сидакова. Это мощь и гордость нашей страны. Вам быть сегодня продолжателями великих этих традиций. Вам нести ответственность за свои семьи, за свои фамилии, за нашу великую страну. Хочу пожелать вам успехов. Айсен Сергеевич, особые слова благодарности хотел сказать вам за вашу постоянную и системную поддержку развития физической культуры и спорта, а вообще, в частности, спортивной борьбы, вольной борьбы. Хотел сказать огромные слова благодарности Леониду Спиридонову, Петру Юмшану, Виктору Лебедеву. И всем вам, болельщикам, которые приходите, болеете, переживаете и радуетесь и за представителей Якутии, и за нашу великую национальную сборную Великой России. Вы опора и мощь нашей страны, нашего верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина. Пожелаем вам всем успехов, нашей стране, нашему президенту. Спасибо огромное. За большой вклад в развитие спортивной борьбы в Республике Саха-Якутия и подготовку членов сборных команд России благодарственное письмо Федерации спортивной борьбы России вручается Николаеву Айсену Сергеевичу, главе Республики Саха-Якутия, президенту Федерации спортивной борьбы Республики Саха-Якутия. Белые, синие, красные флаги под ярким солнцем зацвели. Мы встретились сегодня с вами, чтоб праздник спорта вознести. Моя страна, моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна и я стена. Отчизны сын, страны солдат, как было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мир этим свят. И
каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг, сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. Здесь 100 дорог, моя земля, моя Москва, звезда Кремля. Здесь кровь отцов хранят поля, и кровь моя. И это то, что я отдам во славу жизни сыновьям, победы, веры, добрый знак российский стяг. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг, сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою я строю, я верю в правду свою и поднимаю свой флаг моего государства. Я поднимаю свой флаг моего государства. И каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наших душ и сердец костры, как во тьме маяк. Мы снова делаем шаг, мы поднимаем наш флаг, сквозь злые ветры тревог и неверия царства. В этом бою мы в строю, мы верим в правду свою и поднимаем наш флаг своего государства. Мы поднимаем наш флаг своего государства. Пусть первенство России по вольной борьбе вознесет на пьедестал почета имена достойнейших борцов, откроет им дорогу в большой спорт и станет первой ступенью к достижениям вершин Олимпа. Желаем всем участникам соревнований честной и бескомпромиссной борьбы, спортивных достижений и самых лучших впечатлений от пребывания в Якутии. Здесь и сейчас дорога на Олимп. Уважаемые спортсмены, участники первенства, сердечно поздравляем вас с открытием первенства России по вольной борьбе в городе Якутске до 21 года. Впереди жаркие 2 дня баталий, поединков и блистательных побед. Желаем всем спортсменам удачи и честной борьбы. Пусть победит сильнейший. Добрый вечер, друзья. Итак, у нас самые долгожданные финалы начинаются. Весовая категория до 57 килограммов. Сейчас на ковер А выйдет Данил Махначевский и его соперник Джабраил Тулаев. Республика Саха-Якутия и Чеченская республика. С вами комментаторы Степан Посельский и Салтан Сергеевич Засеев.
Добрый вечер, Салтан Добрый Сергеевич. вечер, уважаемые болельщики, зрители. Ждем финала, малого финала. Да, борьба за бронзовую награду в весовой категории до 57 килограммов уже перед вами. Сегодня мы увидим очень много схваток на самом деле. Да, на центральном ковре мы увидим 12 схваток, еще 11 схваток помимо этой. Да. В 6 весовых категориях у нас финальные поединки, но бронзовые финалы, они будут вестись параллельно на 2 коврах. Параллельно у нас идет борьба между Аяндай Ондар Аяном из Тывы и дагестанцем Хабибом Мехтихановым. Но мы поболеем сегодня за Данила Махначевского в борьбе с Джабраилом Тулаевым. Оба эти спортсмена уступили нашему Льву Павлову в предварительных поединках, и сейчас они борются за бронзовую награду. А Лев Павлов через эту схватку уже выйдет в золотой финал, в борьбу за первое место нашего первенства России. Знаете, вот сейчас борьба за 3-е место идет. Они автоматически попадают в сборную команду России. Да, все борцы, которые... Да, 1 по 5 место все попадают в сборную. Но здесь уже сейчас борьба идет уже за бронзовый медаль. И, естественно... Да, Данил Махначевский тоже один из героев нашего турнира. Как он выиграл, да, за выход в малый финал. Бросок на 4 балла помог ему, да, выиграть схватку. Ну, блестящая победа и заслуженный выход в малый финал, борьбу за бронзовую награду. Ну и сегодня мы увидели 2 полуфинала с участием наших борцов. Совсем чуть-чуть, ну я даже думаю, там была возможность у нас. Ну, это большой успех Махначевского. Я даже первый раз его фамилию слышал. Попасть в малый финал, это для него уже большой успех. И попасть в сборную команду, ну, это уже здорово. Да, уже будут привлечены к сборам, да, национальной команды. На тренировки с лидерами сборной команды, что, конечно, очень поможет молодому борцу в развитии. Сам он родом из Алданского улуса, тоже родины многих именитых борцов с традициями улус. Кстати, Тулаев у нас является победителем первенства Европы по юношам. Да. Победитель первенства Европы, очень опытный уже, можно сказать, хотя, конечно, молодой парень, но уже с титулами. Борец, счет 1-2 в пользу Тулаева. Но здесь все решится во втором периоде, да. Мы видели, что Тулаев действительно очень много веса гоняет, и сложно ему все 6 минут в одном темпе работать. Ну, это мы еще посмотрим, да, что будет во втором периоде. Но для этого надо здесь задавать темп, да, надо работать и Даниле Махначевскому. Ну, Тулаева преимущество в том, что он ждал, кто выйдет за 3-е место. Да. Он не утешался и отдохнул. Да, он уступил в полуфинале, да. Поэтому он сразу вышел в малый финал. Ему сейчас в секундуре заслуженный мастер спорта, тренер Чеченской Республики Джукаев. Расул Джукаев. Да. Ну, отлично, конечно. Хорошая атака чеченского борца. Иван Николаевич Сивцев, его тренер. Кстати, получил он сегодня награду. Да, только что его поздравляли, он уже в спортивной форме. Глава республики, да. Он выходил в костюме, а сейчас уже в спортивной форме. Он заслуженный наш тренер. Данил парень бросковый, конечно, но Тулаев такой не очень неудобный парень. Да, он вязкий такой и длинный, да, такой. Да. Ну, включился Махначевский, Махначевский. Я думаю, Тулаеву все равно последние минуты тяжело даются. Ну, для него сегодня только один поединок, правда, да? Да. Поэтому в этом плане ему, конечно,
легче. А для Данила Махначевского третий, по-моему, да? Да, он Сегодня. отличался, да. Утром он 2 поединка провел. И вот третий для него сегодня поединок. Накануне тоже несколько схваток провел. Утром Ну, видно, что церемония взвешивания. Тулаев набрал массу. Ему завтра не взвешиваться уже. Да. Утром только взвешивался в 8. Ну, еще 2 минуты бороться. Ну, настроен хорошо Данил Махначевский, конечно. У нас, кстати, арена практически битком заполнена, да, несколько тысяч болельщиков будут сейчас поддерживать спортсменов. Непонятно, почему остановка только вот. Тоже не очень понял, в чем случилось, что там случилось. Табло, по-моему. Да, табло отключилось. Технические неполадки. Даже табло не выдерживает. Да, такой, да. Целый день в работе. И спортсмены устают, табло устает, судьи устают. Ну, наша работа, надо выполнять, конечно, профессионально, чтобы люди, зрители удовольствие получили. Но эти остановки тоже много влияют на встречу. Ну, на этих соревнованиях у нас программа «Арена» работает. И, видимо, не до конца все доработано. Вот, бывали сегодня тоже табло отключался. И вот эти остановки сбивают темп спортсменам. Кстати, да, сообщим телезрителям также, что наши финальные поединки транслируются на телеканале «Матч Боец» также и на стриминговом сервисе wrestlingtv.ru Федерации спортивной борьбы России. Ну и, конечно, на нашем телеканале НБК Саха. И знаете, на ковре будет тоже у них, видимо, неполадки с табло. Тоже встреча остановлена. Да, параллельно 2 ковра у нас отключились, да, я так понимаю. Ну вот, вроде начинает работать. Да, вроде Да. ковер Б уже настроили. Да, на ковре Б возобновилась схватка между Аяндай Ондар Аяном из ТВ и Хабибом Мехтихановым из Дагестана тоже. Вот правильно вы сказали, что даже техника такого напряжения не выдерживает, да? Все. Раньше как мы проводили соревнования, когда Советский Союз, при Советском Союзе, микрофон, табло, гонг, и как-то по пору все было. А сейчас кругом техника, камеры с 4 сторон, столько, на самом деле, вот это, электроники. Требования уже. Да, требования международной федерации. Ну, ковер никак не могут настроить. Трансляцию. Да, Всё все, очень сложно. все готово.
И, кстати, 30 секунд засчитывает и Тулаеву сейчас, да? Да, да. В случае, если Тулаев не сможет взять балл за отведенное время, то счет будет 2-2. Но все равно в пользу Тулаева. У него, да, у него техническое действие. Качественно. 1 балл, 2-2. И минута 40 еще бороться. Впереди все равно Тулаев на данный момент. У него по качеству он впереди. Он 2 балла в одной атаке заработал. Одним приемом. Данил Махначевский дважды по 1 баллу. Минута 20. Эта остановка, конечно, не на пользу тоже Данилу пошла, к сожалению. Тулаев передохнул. Надо сейчас темп высокий задавать Махначевскому, так как в свое время делал это наш Виктор Лебедев. Да, Да, он да. такой темп задавал, что никто не мог выдержать, хотя все прекрасно знали, что последние секунды — это секунды Виктора Лебедева. Ну, Тулаев навязал свою борьбу, ему это выгодно. Да, вяжет руки соперника. Трибуны как взрываются. Данил, да? Ты чё? 40 секунд остается. Одну атаку надо провести. 30 секунд. Попытка от Тулаева. Нет, здесь Да, защита. ничего не было, это. Баллов нет. Движение. Да, к нам, кстати, подключаются телезрители телеканала Якутия 24. Тоже приветствуем телезрителей. И вы смотрите финал за бронзовую награду 57 килограммов. Данил Махначевский и Тулаев. Последние секунды, 9 секунд. 8-7. Да, вяжет. Тулаев, к сожалению, нету времени уже на атаку. Да, Чуть-чуть не провернул. хватило. Да, 2 балла еще Тулаев зарабатывает. Джабраил Тулаев, Чеченская Республика, и становится обладателем бронзовой медали. Первой медали, разыгранной на нашем первенстве. Данил, конечно, жаль ему. И эмоции, конечно, борца понятные. Вот здесь, да, пытался закрутить, но это уже последние секунды были. Ну, наконец-то до финала дошли сейчас до первое место. Да, взрываются трибуны, приветствуя Льва Павлова. И его соперник уже готов к схватке. Это Халид Магомедов, спортсмен из Дагестана. Но арбитр на ковре самый мощный у нас, судейские коллеги, лучший судья России Александр Чуенко, Москва. Будет определять судьбу золотой медали вместе с спортсменами. Халид Магомедов, ну, в составе сборной России тоже этот парень. Да. Победитель и первенства СКФО, да, ранее он выиграл. Но в этом году он не участвовал в отборочных турнирах. Была у него травма весной, я так понимаю, да, и сейчас он уже набрал форму и вышел в финал. Стал уже, можно сказать, да, одним из открытий тоже турнира. Но он был одним из фаворитов изначально тоже. Ну, так же, как и Лев Павлов, прошлогодний финалист первенства России. Лев Павлов из Сунтарского района Улуса. Проход в ноги, традиционный, классический, фирменный проход от Льва Павлова. Работает он сейчас в центре ковра, подтягивает соперника, выходит за спину и забирает 2 балла. 2-0 ведет Лев Павлов. Великолепно прошел в ногу.
Работает сейчас в крестном захвате. Лев, и Еще удается два ему. балла. 4-0 ведет Лев Павлов. Вся республика, конечно, сейчас у экранов телевизоров все болеют за нашего молодого борца. Да, не только вся республика, на самом деле вся Россия, борцовская Россия сейчас, внимание приковано к нашему центру спортивной подготовки «Триумф». В этом нет сомнений, да? Очень уверенно вышел на эту встречу. Арбитр очень строгий. Но справедливый. Да, он справедливый. Часто бывает здесь в Якутске на всех соревнованиях. Да я уже практически тоже всех судей знаю, да, уже сколько лет уже они все приезжают. Ну и в этом году, кстати, очень много тоже и из других регионов, да, это Россия, поэтому, конечно, здесь состав из регионов очень много судей приехали. 28, насколько я понимаю, регионов представлены в судейском корпусе. А у нас на коврах выступают спортсмены из 43 регионов страны, более 300 борцов, лучших юниоров страны. 380 участников. Нет, это участники, а спортсменов 306, насколько я знаю. Но это участники, это тренеры, все судьи и так далее, да. Ну Около и 400, в общем-то, человек, которые участвуют в наших соревнованиях, но спортсмены, которые выступают на коврах, более 300, 306 борцов, насколько я знаю, да. Но это огромная, конечно, организаторская работа. 400 человек, вы представляете, тоже это. И каждому уделить надо внимание, и спортсменам, и судьям, и организаторам, да, и, конечно же, почетным гостям. Сегодня у нас в гостях Михаил Геразиевич Мамешвили, да, президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион и, конечно же, глава нашей республики Арсений Сергеевич Николаев тоже первым сказал слово и открыл наше первенство. Знаете, вот в Якутске, когда проводят соревнования... Да, родители, кстати, Льва Павлова сейчас были, да, на экране. И очень много болельщиков из Сунтар, конечно, Сунтарского улуса. Любимец, конечно, и Сунтарского района, и, конечно, всей борцовской республики. Молодой совсем парень. Я продолжу свой Извините. разговор. Якутск, когда проводят крупные соревнования, они всегда приглашают лучших судей. А судьи это определяет лицо турнира, Да. соревнования. Вот. И вот я 2 дня наблюдаю за ними. Вообще идеально работают. Вот. Магомедов проходит многие сразу же со свистком. И в очень опасном положении сейчас Лев. Ему развернуться надо к нему, развернуться надо. Да, балл все-таки взял. Магомедов 4-2. Счет встречи. Стоять надо, стоять, чтобы не накатить. Да, свисток арбитр вышел. вовремя свисток дал. Очень напряженная схватка. Да. Финал какими должен быть, да? Это борьба за лидерство, за первое место. Хороший, да, вот это классно было. Накрывает спортсмен еще. Он может все положить. И в опасном положении Лев держит соперника. Можно уже. Пиши. Все, победа. Да, победа! Полтан Сергеевич, поздравляю! Поздравляю всех болельщиков, всю Якутию. И особенно, конечно же, Сунтарский улус. Сегодня там будет большой праздник, это точно. Лев Павлов становится победителем первенства России. Первая золотая медаль нашего турнира у Льва. Я бы его определил лучшим борцом турнира. Ну, конечно. Это мое мнение.
Пройти Северный Кавказ почти всех прошел. Да. В прошлом году он также был в финале и в Дагестане, в Каспийске. А его старший брат Семен Свинобоев из одной команды уже дважды выигрывал медали первенства России в весе до 70 килограммов. Но он уже в другой возрастной группе. А у нас вот яркий момент. Вот это да. Очень красиво. Очень красивая схватка прошла. Да, да. То, что мы ждали, да. Ничего другого, конечно, ну, только золотая медаль. Блестит только золото, да, Салтан Сергеевич, да. скажите. Сейчас уже можно... Можно спокойно так Да. сказать, да. Арбитр великолепно отработал эту встречу. Александр Чуенко принес радость якутским болельщикам вместе с чемпионом. Да. Ну и тренер Николай Романович Ну, Данилов. естественно, они конечно, столько вложили в него. Это же большая, очень- огромная работа, да. Итак, следующая весовая категория до 65 килограммов. И на центральном ковре мы посмотрим схватку за третье место между дагестанцем Ахмеднаби Обайдуллаевым и спортсменом из Ханты-Мансийского автономного округа Теймуразом Абдурахмановым. можно И- сказать, оба представителей Дагестана. Да. В принципе, оба являются воспитанниками именно этой Дагестанской школы. дагестанской школы борьбы. Но Лев Павлов, если честно, меня удивил. Честно, Его меня сам- тоже. Да, очень удивил. Я думал, что будет такая, знаешь, до последней минуты, до последней напряженной борьбы. Но На туше выиграть это, конечно, в то время как Магомедов своего соперника по полуфиналу, да, тоже именитого уже борца Хабиба Мехтиханова 10-0 выиграл. да. Я поэтому с осторожностью, в общем-то, даже не заглядывал, в общем, в будущее, скажем так, не загадывал. Я не сомневаюсь, что вот когда будет специальный призыв, что Павлова признают ключевым спортсменом этого первенства. Но очень много действительно ярких борцов у нас перед нами выступают, и мы сегодня еще увидим много красивых схваток. В этом я не сомневаюсь. Еще 5 весовых категорий у нас. А это вот финал 57, самый красивый. Да, но я согласен. Согласен. Потрясающий финал получился. Думаю, что он останется в истории, конечно, да. Но будем надеяться, что это не первый и далеко будет финал для Льва Павлова. И у него впереди хорошая Да, спортивная карьера. Молодой чего мы- парень. Я не сомневаюсь, что он на правильном пути вместе с тренером. Да. Но после этой схватки даже вот полуфинал, который ребята проиграли, как-то забывается. Украшение турнира, вернее первенства. Ну и, конечно, мне трудно было и перегореть, да. Первый финал 57 килограммов на глазах у такой толпы болельщиков и главы республики, да, президента Федерации спортивной борьбы России, старшего тренера по молодежной команды России Абдусалама Гадисова, да. Так и идет закалка спортсмена, да. Да, И так и конечно. рождаются великие борцы на самом деле. Все они проходили через такие соревнования, все борцы. Ну, которые сегодня впоследствии после этой схватки стали. финала можно сказать, что в Якутске состоялся первенство России. Да, Да, не Согласен. зря Не зря здесь проводят соревнования. согласен. Ну и могло у нас быть еще несколько, на самом деле, финалов. финалов. Конечно, ну, говорить о сослагательном наклонении, конечно, это такой камильфо, да, что называется, не лучшие, но тем не менее мы все видели своими глазами и, в общем-то, своими эмоциями тоже можем чуть поделиться с вами. Конечно. Хотелось бы, вот, конечно,
61, чтобы в финал кто-то из них вышел из двоих. Вот этих ребят, которые на самом деле до последнего выложились. Ну, что сделаешь, борьба есть борьба. Убайдулаев 1-0. Интересная фамилия даже. Можно по-якутски Убай это старший брат. Поэтому Убайдулаев, да, как старший брат, выигрывает эту схватку. Ну, видели вы церемонию открытия, очень красивую, яркую, красочную. Ну, здесь по-другому не бывает. Да. Здесь всегда очень красиво, компактно и приятно смотреть это открытие. Будет, кстати, и между финалами церемония награждения спортсменов. И увидим мы эксклюзивные пояса для чемпионов. И денежные призы. Да, и денежные призы очень серьезные. На самом деле чемпионы получат по 100 тысяч, тренеры, победители получат по 50 тысяч рублей сертификаты, да, и серебряные призеры по 50, бронзовые по 30 тысяч. Для молодежного первенства это такой Знаете, я рекордный удивляюсь, показатель. вот за такой короткий период времени, буквально за 2 месяца объявили, что будет здесь первенство России. Да. Эта Россия должна была в Калининграде состояться. Да. Да. И вот так подготовиться, и пояс чемпиона, призовой фонд, оформление вот этого зала. Но это организаторы вообще... Но не спали идеал. ночами, да, на Да. самом деле работали, очень много сил отдали. Министерство спорта, ЦСП Да. вообще выложились полностью, чтобы было комфортно, чтобы было все на высшем уровне. И какие трибуны, да, собрали. Да. Ну, я бы, конечно, мое пожелание, ну, конечно, 57 он чемпионом стал, но последнюю схватку, конечно, чтобы до конца зрители сохранили свои места. Но на самом деле в этом тоже есть своя логика, да. Да. Мы уже несколько раз так делали, и это, ну, в общем-то, Ну, мы не на очень... турнирах делали, а Да. это официальные соревнования первенства Да, России. да. И, ну, удачно вышло, чемпионом стал. Самое главное это, да. Да. 5-0 в пользу Убайдулаева. Отличный бросок на 4 балла. Даже 6-0 ведет уже Байдулаев. Уверенно ведет эту схватку Ахмед Наби. После финала неинтересно смотреть. Лично мне. пока Нет, после финала не ну, смотрю. конечно, эмоции уже не те, Да. само собой, но сейчас мы зданием уважения все равно всем финалистам Конечно, должны конечно. воздать. Ребята выложились. Да. 2 дня борьбы. Многие из них и 2 дня боролись. И в первый день, и во второй день на вытешительном схватках. Это вот тяжелый труд на самом Я деле. посчитал, у Павлова 6 схваток вышло за 2 дня. Да, и 4 балла только отдал. Да. Больше 40, по-моему, заработал. Ну, неплохо, в общем-то, скажем так. Знаете, вот борцы вот, с Дагестана, вот, с Чеченской республики, ну, они еще пост держат, еще вдвойне тяжелее, конечно, вот этот период. Но ребята выкладываются по полной. Завтра православных христиан Пасха. Я думаю, здесь Якутии много. Просто поздравляем их. Да, конечно. Тоже с праздником. Ну, а самый главный праздник – это праздник вольной борьбы у нас проходит. Конечно. Завтра также финалы у нас будут с 11 часов. Утешительные и предварительные схватки, да. Ну и финалы уже завтра в 14:00 начнут. В 4 весовых категориях. И наши парни также будут бороться за бронзовые награды в 2 весах, как минимум, да? Да. Так что тоже приглашаем всех любителей вольной борьбы прийти, поддержать наших борцов, быть причастными к
победе нашей. 8-0. Ахмеднаби Обайдулаев, Республика Дагестан. И мы ждем золотой финал в этом весе. Ну а пока для вас подборка ярких моментов поединка. Знаете, вот 2 дня борьба идет, да, у нас уже завтра уже соревнования заканчивается. Республика Северной Осетии вообще ни одного финалиста нет. Да. Это редко такое бывает. Что-то, видимо, или не привезли основных, непонятно как. Ну да, по-моему, 8 борцов было из Северной Осетии. Алании, ну, Никогда такого не было. У них сейчас смена старшего тренера произошло, видимо. И по юношам сейчас на Рафаминске тоже 2 призера всего, 2 и 3 место. Видимо, будут какие-то изменения у них. А без них тоже очень, ну, как-то не очень, ну, такой, они в основном-то они с Дагестаном постоянно. А сейчас вот на этом первенстве Дагестан, Чеченская Республика в основном, ну, Кабардино-Балкария еще. Основные соперники. Ну да, и согласен. уже якуты одну золотую медаль взяли, отобрали. Сейчас будет большой финал, 61, а там челлендж рассматривают. Нет, по-моему. 65. Ну, 65, Да, сам 65. челлендж еще на ковре А Да, на рассматривают. ковре А сейчас рассматривают. На ковре А перед вами Мурад Мурадов, Дагестан, и Адам Архиев, Чеченская Республика. Вот он на табло 2 и ну, арбитр. Арбитр закрыл, что-то Закрыл, да. непонятно, не хочет нам показывать. Что. 2-1 А, в 2-1. пользу, да, борца в красном, нам подсказывает. Вот благодаря дисциплинарной комиссии, вот, которая проверяет документы, очень омолодился вот у нас возраста, юноши, юниоры. Вот. И борьба вот этих юниоров более динамичная, более равная. Все бьются до конца. Ну, когда переростки были, там, конечно, не переростки. Задавливали, да? Да. Не давали молодым ребятам проявить себя. Развиваться, да. А сейчас вот благодаря этой комиссии приятно смотреть на молодых ребят, которые определяют сами свою судьбу. Практически на этих, вообще на соревнованиях сейчас по этим правилам судьи не очень-то влияют на встречу. Ребята сами определяют. Но это самое главное в работе судей, чтобы быть незаметным, да? Да. Это всегда так говорят, когда арбитр должен быть незаметным, но именно он, да, 2-2, 2-2. и выигрывает уже борец из Чеченской Республики Архиев Адам, и 55 секунд у Мурадова. И главное, ребята, вот борцы друг к другу с уважением относятся. Нету такой явной грубости, ничего. Да, все руку подают, Да. помогают Не имеет, подниматься. не имеет значения, там дагестанец и с якутским борцом боролся. Они друг к другу с уважением относятся. Это Да, очень приятно. Это приятно, и это очень важно, надо сказать, Да. да? И для развития борьбы в том числе. Конечно. То сейчас на Рафаминске проводили первенство России, там очень некрасиво, там один борец себя повел, драку устроил потом с оппонентом. И очень жесткую. Даже того парня пришлось в больницу отправлять. Уже после схватки. Он проиграл чисто, и вот Да. нервы не выдержали.
И психически что-то неустойчив, видимо, был. Да, поздравляем Адама Архиева с бронзовой наградой. Еще одна медаль у сборной Чеченской Республики. В упорной борьбе. Да. Ну и центральная схватка этой весовой категории до 65 килограммов объявляет нам имена финалистов. Гаджимурат Гаджиев, Дагестан, и Далгат Абдулкадыров тоже. Да, дагестанский финал. Да. 65 килограммов. Вот ребята выходят на ковер. Далгат Абдулкадыров. Да, на эту встречу поставили дагестанского арбитра, бригаду дагестанскую, потому что борются два дагестанца. Все, что было, да? Да, честно. судьи. Почему-то у нас в России так заведено, Дагестан, если между собой борются, ставят дагестанских судей. Хотя это запрещено Международной Федерацией, чтобы своих регионы, свои страны не судили. Ну, в каком-то моменте оправдывает это себя. Руководитель ковра Гусейн Гацанов, судья российской категории, Республика Дагестан, арбитр Амар Асхат Курамадамир, судья российской категории, Республика Дагестан, боковой судья Магомед Расул Атумаев, судья первой категории, Республика Дагестан. На центральном ковре поединок за первое место ведут в красном трико Гаджимурат Гаджиев, кандидат мастера спорта, спортсмен 19 лет, представляет школу борьбы Шамиля Махамова. Кстати, буквально недавно к нам в Иркутск приезжали Михаил Мамешвили, Петр Римшанов. У нас там конференция была. И наш губернатор на встрече Михаила Мамешвили объявил, что 25-й год в Иркутске будет чемпионат России. Через 1 год, да? Да, вот. Могу якутских болельщиков обрадовать, потому что Якутск тут рядом, Да, далеко. недалеко. Да. Можно на поезде добраться. Да. Он объявил, что 25-й год чемпионат России в Якутске. И Михаил Газизович дал добро. Это очень хорошо. Да. Когда и в Сибири, и на Дальнем Конечно, Востоке у нас да. тоже проводится чемпионат России. А в этом году, еще раз напомним телезрителям, что в Дагестане, в Каспийске в июне пройдет чемпионат страны. 3 мужчин и женщин. Да, среди мужчин Да. и женщин. Да, 30 секунд засчитывают Абдулкадырову. И Гаджиев первый балл заберет сейчас. В общем-то, он близок к этому и сам, да? С помощью судей. Ну да. Атакует. Да, 1 балл Гаджиева. Ну, полуфиналы у нас тоже были очень горячими. Мы, на самом деле, очень много эмоций уже отдали, да, сегодня. Просто давно такого не было, скажем, да. Ну, я вот в репортаже говорил, когда полуфинал, иногда бывают они интереснее, чем финалы, полуфиналы. В данном случае так и было. Да. Потому что полуфинал, если ты выиграл, это минимум у тебя уже медаль в кармане. Ну и первый период завершается с этим счетом 1-0 в пользу Гаджиева.
Вот жалко ребят, что вот на мир, на Европу не попадают. Вот которые сейчас борются у нас, юниоры, на 20, Ю-23. Вот. Ну, я думаю, в скором времени все равно это решится вопрос. Да, Петр Петрович Имшанов сказал, что примерно через неделю, наверное, все-таки более точная информация уже появится по участию наших борцов в международных соревнованиях. И в случае успешного решения первенство Европы в этой возрастной категории пройдет в Испании, а первенство мира в Польше. В Испании, по-моему, в августе будет, а первенство мира чуть попозже, да, обычно бывает. Да. Ну, уже разрешение дали кадетам, младшим юношам, кадетам, дали уже участвовать на... Да, до 15 и 17 лет, да? Да. Ну, это как призывной возраст называют, Да, считается. Это у них такие понятия на Западе. Ну, Польша тяжело будет. Польша сейчас очень настроена против России. Могут и отказать и в визах, и во все. Да, и 30 секунд уже отсчитывает Гаджиеву. Очень хочется, чтобы ребята боролись на мире, на Европе. Для этого и тренируются, на самом деле, да, чтобы да. достичь высот в спорте, на международной арене в том числе. Хотя у нас в России очень много соревнований проводят, но все равно и мир, Европа это совсем другое. И международные турниры, да, турнир Дмитрия Петровича Коркина в прошлом году тоже очень успешно провели здесь, в Центре спортивной подготовки «Триумф». Тоже широкая география была участников, кстати. Ну и в этом году мы отмечаем 95-летие Дмитрия Петровича Коркина, и турнир тоже будет особенным. Как всегда, осенью, в этом году в сентябре будет. Мы обязательно приедем. Ну, без вас, наверное, просто не состоится наш турнир. Да, я 9 турниров был главным судьей. Вот. Так. И первый международный турнир я непосредственно участие принимал как организатор. Мы как раз закончили в Перми чемпионат мира по ветеранам, и у меня опыт был. И мы совместно где-то что-то подсказал. И еще главный судьей был. Вот видите. Да. 9 на 9 турнирах были. Да. Коркина. Это рекорд, конечно, да? Да. Я думаю, никто не побьет. Да. В ближайшее время. Вы уже в истории нашего якутского спорта, якутской борьбы. Первый турнир проводили в маленьком зале. Бросок. Да, 2 балла, да, показывает. Да, и вперед выходит Абдулкадыров в этой схватке. Счет 3-2 в его пользу. Это да, концовка. Финал, настоящий финал, что сказать. Да, упорная борьба идет. Очень упорная, равная борьба. И вот все время вел, да, Гаджиев вроде бы в этой схватке, но вот в концовке Абдулкадыров свое забрал. Но время есть на самом деле еще. 13 секунд. 13 секунд. Такого уровня борцы очень тяжело отыграть. Да, это понимает и Гаджиев, да, очень тяжко вздохнул, конечно. Всем хочется, конечно, медаль, каждому борцу. Но это спорт. Ну, медаль не хоть как получит, но первое место, чемпион. Да, это самое главное, да? Все. И чемпион Далгат Абдулкадыров благодарит он и публику, и помогает, конечно, своему брату из Дагестана, сопернику, товарищу, другу. И, конечно же, благодарит тренера. И арбитра. Ну, по-чемпионски себя. Да, очень приятно смотреть на таких ребят. Далгат Абдулкадыров, Дагестан, становится чемпионом и очень тепло приветствует публику.
Надо брать пример. Ну и публика отвечает всегда теплом, если... Но таких зрителей, такую публику, как в Якутии, очень тяжело, редко где найдешь. Здесь все понимают, и борьбу, и все. И отношение спортсменов к зрителям. Очень приятно это. Да, все борцы всегда так тепло отзываются о болельщиках якутских. Вдвойне, втройне приятнее, когда завоевываешь медаль, при том, что трибуны полные. И все наши почетные гости, и Айсен Сергеевич Николаев, и Виктор Николаевич Лебедев, Сергей Васильевич Местников, зампред правительства. А все здесь. И, конечно же, Абдусалам Мамадханович, Петр Петрович, Леонид Николаевич Спиридонов, Павел Павлович Пенигин, конечно. И церемония награждения, я понимаю, 57 килограмм. 57 сейчас будет награждение. Да, и церемония награждения весовой категории до 57 килограммов будет проводить сам глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Именно благодаря решению главы республики было решено провести эти соревнования у нас в Якутске. Ну и Лев Павлов, конечно, герой наших соревнований. Медали и кубки бронзовым призером соревнований. Ну и, конечно же, сертификаты на 30 тысяч рублей бронзовым медалистам. Серебряному призеру тоже награда и сертификат на 50 тысяч рублей. Это Халид Магомедов, Дагестан. Ну и Лев Павлов. Взрывается тоже трибуны. Тепло приветствует чемпиона, победителя первенства. $100 тысяч рублей сертификат. И пояс чемпиона на плечо чемпиону. Эксклюзивный пояс. Конечно, в хорошем настроении Лев. И, конечно же, личному тренеру Николаю Романовичу Данилову 50 тысяч тоже сертификат. И традиционная фотография на память, на долгую память. Да, а мы с вами можем наблюдать за моментами яркого финала весовой категории до 57 килограммов. Ну и начнутся у нас схватки в следующей весовой категории до 74 килограммов. Вот победный бросок, который и не упустил здесь свою победу Лев Павлов. Вдвойне приятно, когда в финале выиграешь встречу и потом ловишь. И какие Это эмоции, всё. да, Да, тоже. да. Конечно. Задача выполнена. И родители тоже радуются, и глава района. Всей республики. Да, вся республика, конечно.
Итак, перед нами борцы весовой категории до 74 килограммов. Они будут бороться за бронзовую награду. Григорий Шумилов из Брянской области, да, и дагестанец Маламагомед Гамзатов. Вот. Брянская область, парень. Ну да, в малом Шумилов. финале это уже приятно. Ну, здесь заместитель главного судьи из Брянска. Ему вдвойне приятно, его тренеру. Это Базулин, его тренер. Алексей Базулин, олимпийский судья. Алексей Николаевич, да? Да. Ничего себе, оказывается. Но он тренером работает, да, у него есть хорошие ребята. Серьезно работает. И вот его воспитанник в малом финале, да, значит? Да, русский парень. Да. В малом финале. Григорий Шумилов. По-моему, еще у нас завтра финал будет тоже с участием, по-моему, из Воронежа тоже или Нет, откуда-то. Откуда? Республика Чувашия. Да, Чувашия, Русский да, парень. Да, прекрасную борьбу показал. Завтра будет очень интересно тоже посмотреть. 2 схватки его судил как раз. Да, вот. Прекрасную борьбу показал. И такой тоже очень воспитанный хорошо парень. Всех поблагодарил. И трибуны тоже приветствовал. А, кстати, дагестанскому борцу 30 секунд засчитывает, но он сразу же проходит ноги и зарабатывает 2 балла. Гамзатов. Ну, для Шумилина выйти в малый финал это уже большой успех. Еще раз повторяю, это первая пятерка, это уже член сборной команды России. Это большой шаг вперед, да? Конечно. В спортивной карьере. Там уже только от тебя зависит, да? Конечно. Как будешь работать, как себя проявишь на тренировках и на соревнованиях. Это уже будет решать старший тренер юниорской команды, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион мира Абдусалам Гадисов. Сам еще молодой, да, совсем тренер тоже, уже сейчас как старший молодежной сборной России. Ну, уже прилично работает. Да, уже несколько лет. И хорошую борьбу ведет с переростками, он тоже в этой комиссии. Ведет Гамзатов. Кстати, Гадисов очень много внимания уделяет неборцовским регионам, то, чтобы они были у него в сборной, тоже уделяет какой-то, есть возможность, помощь. Это тоже очень важная, да, работа. Конечно, можно набирать ребят только из Кавказа, да, к примеру. Но это никогда не пойдет на пользу борьбе. Это он тоже прекрасно понимает. Россия сильна именно многонациональным народом, да, мультикультурализмом, скажем, умное слово, да. Когда Джамбулат Ильич был старшим тренером, всегда говорил, нам русские нужны сборной. Конечно. Козырев, кстати же, был в олимпийской команде. Но он осетин, да. Осетин, да. Вот такой. Ну, эти ребята, доморощенные, он из Брянска, он там с маленьких. Да, из Кемерово тоже есть хорошие ребята. Да. Из Коми, вот Пушкин, да. Вот опять же Красноярск. Сейчас в финале у нас будет Антон Сучков. Сучков, да. Они доморощенные, домашние ребята, все свои. Проход в ноги от Шумилова, но защищается Гамзатов. Он не застаивается, Шумилов
Надо работать, конечно, укладываться. Это финал, борьба за медаль. А вот снова попытка. На своем же приеме, на 2 балла. Все в опасном положении. Да, 6-0 уже ведет Гамзатов. Да, здесь все ясно. Я думаю, Гамзатов не упустит победу. На том ковре поинтереснее волна идет. И там уже закончили. Последняя минута сейчас пойдет. И тем не менее, да, 2 балла зарабатывает Шумилов. Григорий. Последняя минута, 55 секунд еще. А давайте попробуем на 4 балла бросок, да? Было бы хорошо. Ну что-то, да, попробует, конечно, Шумилов. Думает, какой последнюю атаку как провести, да? Попробовать. Ну, попытка-то точно будет, конечно. Но Гамзатов очень хорошо защищается, конечно. Школа, конечно, у него Ну да. блестящая, дагестанская. Вяжет здорово. 15 секунд остается. Шумилов не спешит. Может, есть у него фирменный бросок? Нет, все-таки и сил мало осталось, видимо. Да, совершается поединок, и выиграл Маламагомед Гамзатов. Бронзовый призер. Весовая категория до 74 килограммов. Ну а мы ждем главный финал в этом весе. Это финал доверили Вике Барашковой, судьи. Да, нашей судье Виктории Барашковой. Но она уже опытный специалист, на самом деле, да, очень много соревнований она работает. Так, перед вами Джамал Маргушев, Крым, и его соперник Антон Сычков, Красноярский край. Его отец тоже работает здесь арбитром. Александр, да? Антон Саныч. За него здесь будут болеть, это точно. Трибуны будут на стороне борца в красном. Борцовской семьи парень. Старший брат Никита наверняка сейчас тоже смотрит по телевизору или в интернет-трансляцию. 2 балла синего и 2 балла, мне кажется, да.
И 1 балл, да, Сучкову, да. Нет, 2 балла должны дать. Не знаю, что пересмотрят они, наверное. Арбитр паузу сделал, вернее, руководитель ковра сейчас подзовет, наверное. Ну и только дали 2 балла синим. Да, 1-2 в пользу Маркушева. Ну, я Почему согласен. 2-0? Нет, Сучков. это надо смотреть на ковре. Вон как, вон Да, как. тут неправильно. Ну правильно, выход наверх. Да, А всё. я смотрю, тут было, ну уже поставили с опозданием, да. Ну, Сучков, он боец, он до конца борется. Тоже неудобный, руки длинные, и все, но такая борьба, собрана, он борется. Точно так, как брат, мне Да. кажется, очень похоже, да. они- А борец Синельников, он физически здорово. очень сильный. Да, здорово как продернул, то есть чуть не вышел за спину соперника. Ну, я думаю, Антон должен выиграть эту встречу. Антон молодой, ему 19 лет. Только 19. Недавно только 18 лет исполнилось. Как-то он так быстро вошел по юношам и сейчас по юниорам. В прошлом году вторым был по юниорам на первенстве России. Вот это, да, завязка интересная получается. Маркушев. Да, и за ковер, да, уходит. Да, балл Маркушев. Антону. Да, балл красному. 2-2. Он очень неудобный, Антон Сучков. Если он вцепится в ноги, он не отпустит тоже. Цепкий, да, Да. сильные руки. Ну, здесь, конечно, Маргушев поактивнее. Антон еще ни одного движения не сделал. Ну и во второй трехминутке мы узнаем имя победителя. Пока счет равный, но ведет по качеству Маргушев. Его соперник в синем представитель команды Республики Крым Джамал Маркушев. Да, яркие моменты первого периода. Победитель первенства Южного федерального округа представляет спортивный клуб «Крымспорт». Тренер Арсен Закулев. По итогам первого периода счет 2-2. Счет ведет Джамал Маркушев. Республика Крым. Антону надо прибавлять, надо бороться, а не выжигать. Антон здесь в основном выиграл, кто первый номером был в сборной. Тяжелый, схватки вот на этом ковре был. Долго смотрели, челлендж. Да, несколько очень красивых схваток провел, да, Антон. И в одной схватке он там уступал достаточно серьезно, да? Там оставалось 8 секунд, и 2 атаки он сделал. За 8 И секунд. выиграл, да. А так он проиграл встречу. Но это основной, вот, который есть через сборной команды, тоже из Кабарды, Республики Кабарда. Да, Кабардино-Балкарской, да, республика. И выталкивает за ковер. Да. Балл Антона Сучкова. Вот отец Да. Александр тоже в свое время боролся. Здесь работает в качестве арбитра.
переживает за сына. Конечно. Ну, сейчас Антон на контратаках будет ловить его. Он сам не будет атаковать. А он это умеет делать. У него хорошо получается. Здесь заготовочки, да? Проходит в ногу. Он не Мартышев. отдаст ничего, Антон не отдаст. Ну вот сейчас может, да. Сейчас. Хотел, да, и сам взять Ну. ногу у соперника, но пока нет. Да, проходит в ногу и не отдает свой балл. Вот это да, о чем вы говорили, да? И поднимать сейчас придется, наверное, арбитру. Антон сейчас Вот сейчас, вылезет. может, даже встанет он. Да, он вылезет сейчас, Антон. Вот это да. Надо молодым борцам учиться, как защищаться, да? То есть сейчас он уже в атакующей позиции, и 2 балла. 2 балла. А, нет, здесь защита, ну согласен я, что здесь пока. Дали, Хотя, дали да, 2 показывают балла. 2 балла, да. Еще может здесь захватом ноги, да, провернуть соперника. Нет, не получается, но 5-2. Это уже победа. Антон не отдаст. Он отстоит. У него защита очень хорошая у Антона. Опа! 2 балла. 2 балла точно есть. 4. Но завершается схватка. Ну, сейчас челлендж будет. Сейчас челлендж будет. Спорный момент такой. Вот он, Александр Сычков и Это главный судья. Магомед Куракаев, Чеченская Республика. Борец Синим Трико очень много баллов отдал из своих атак. Ну, схватка равная на самом Да, деле, да, но очень напряженная. Вот отец перед нами стоит. Спокойный. Потому что он уверен, что Антон выиграл, да? выиграл, да. Но здесь, конечно, да, они просят 4, да, я так понимаю. Могут 4 балла дать. Все со стойки было. Да. Да, смотрят на экран. Челлендж КВБ. 2 балла синему. Челлендж проигран. 1 балл. Сучков выиграл. 5-4, да? 6-4, ну, вследствие проигранного челленджа. Золотая медаль у Антона Сучкова. Поздравляем Красноярск. Да, с золотой медалью. Наконец-то он в прошлом году вторым был, в этом году уже чемпионом стал. Но прогресс молодого борца. Интересная схватка прошла, очень интересная. Очень интересно. Содержательная. Ну, Антон практически ни одного приема не сделал. Все на контратаках. И сейчас снова будет церемония награждения, да? Да. Весовая категория до 65 килограммов. Ну а мы пока посмотрим, насладимся моментами повтора схватки. Вот отец, как смотрит, переживает. Интересно. Церемонию награждения будет проводить зампрезидент Федерации спортивной борьбы России Михаил Георгиевич Мамешвили, олимпийский чемпион. Это весовая категория до 65 килограммов. Да, ребятам почетно. Сам президент награждает. Да, конечно.
Теплые слова, да, общается очень тепло. Да, да, Михаил наставление Герасимов. дает. Я думаю, что он хорошо их знает тоже. Ну, некоторых конечно. точно знает, да, лидеров, да, команд. И вот прекрасный пояс с логотипом нашего первенства. И там знаки столетия Министерства по физической культуре и спорту России и герб Республики Не, Саха-Якутия. очень здорово, здорово. Ну и, конечно, фотография на память. Два борца из Дагестана были в финале в этом весе. Вот Абдулкадыров. Как проходила схватка в этом весе, финальная, за золотую медаль. Ну и мы переходим на следующую весовую категорию. Также олимпийский вес до 86 килограммов. Борьбу за бронзовые медали на центральном ковре будут вести спортсмен из Дагестана Юсуп Шаипов и его соперник из также Ханты-Мансийского автономного округа Бозигит Исламгереев. Бабки. Да, вот сейчас очень интересная тоже категория, это 86 килограмм. И борьба за бронзовую награду Шаипов Исламгереев. Также воспитанники Дагестанской школы вольной борьбы, да? Ну, Ханты-Мансийск, да, Исламгереев. Ну, у Дагестана очень много финалистов. Из малый финал, и финал много вышли. Хорошо подготовились к этому первенству. Хотя они жаловались, что тяжело добирались до Якутска. Но медали легко не даются. А наши ребята постоянно так. Да, Приходится ездить. они это не учитывают. Да. Да. Шаипов первый балл. Где еще такой призовой фонд есть? Кроме Якутии нигде так не дают. Это в прошлом году Коркина 300 тысяч за первого давали, здесь 100 тысяч давали. В мирном турнир провели сейчас, 100 тысяч давали за первое место. Это приятно ребятам и бороться, и знать, за что они борются. Исламгереев проходит в ногу. Пока нет опыта. На обратной, да? Ну, типа на промокашке.
Ушел он из опасного положения. Интересный прием он сделал. Да, 4-0, да? В пользу Ну да. Шейхова. Заключительная минута первого периода. Ну, сейчас буквально через 2 недели Байкал Опен будет в Улан-Удэ. Тоже международный турнир. 11 стран подтвердились. Тоже хороший призовой фонд они сделали. 11 стран уже подтвердили Да, участие, да? да. Вот это да. Да. Это будет. Ну и наши борцы тоже там будут выступать. Это в конце апреля будет, да, в 20-х Да, числах, там насколько я помню. сборная России 2 команды выставляет. Вот это Да, да. монголы человек 40. Иран и всякие там. Белорусы 2 состава везут. Вот это да. И, кстати, наши тоже легионеры, воспитанники Якутской Да, школы, да, я, да, я да, понимаю, да. тоже там будут бороться. Это будет очень серьезный старт, на самом деле, да, международный Хорошие большой соревнования, турнир. Да. Но они в статусе всероссийских соревнований идут. Ну, хотя бы с участием 11 стран, да. Это на призы главы Республики Да. Бурятия. да. Байкал Опен называется Байкал. у них. У них много соревнований, которые называются Байкал, и марафон тоже проводят. Ну, конечно, это главное. Матушка, да, Байкал. Ну как? Да. Вы работаете в Иркутске, наверняка тоже Да, много, на берегу много, Байкала. да, бывает. Кстати, на турнире главы республики Бурятии 7 раз был главным судьей. Судьей тоже? Да, главный судьей был 7 раз. Когда в статусе международный, когда в этом в календаре международном был. Да вы меня удивляете, профессор борьбы, да? Ну, один из ветеранов остался, Да. самый такой. И с Ковалевым вдвоем, Анатолием Алексеевичем. Воспитываете новое поколение судей. Да, помогаем молодым ребятам. Есть. Вот Алексей Базулин, это мой воспитанник. Я его привел в судейство. При мне он все категории делал. И вырос до Да. Олимпийских игр. Он же работал Да, на Олимпиаде. да. В Рио-де-Жанейро, да? Да, подготовил олимпийского судью, тоже как тренер подготавливает олимпийских Да, чемпиона, да? да. Горжусь им, очень Конечно. грамотно, семинары проводят, вообще идеально. У меня поколение было Семен Чердонов, Алексей Базулин, Женя Павлов. Вот это у меня поколение, которые были лучшими судьями России. Да. Кстати, я помню, Семен Сергеевич наш, да, очень такие ответственные финальные поединки всегда он выходил, я помню. И на предолимпийских чемпионатах России, да, судил, работал. Ответственные старты. Да, предолимпийский чемпионат, не помню, в каком году он 5 или 6 финалов судил. Да, я вот просто удивился, как это в олимпийских весах. И наш судья из Якутии отработал очень сложный финал на самом деле. Ну и там, конечно, Мы его готовили к олимпийской категории, но он выбрал Министерство спорта, ушел в ЦСП работать, в Министерство спорта. А это несовместимо работать, когда чиновником работаешь. да, конечно, времени не хватит. Да. Судьям надо постоянно быть в работе, надо в выездах, да, на соревнованиях работать. Я вот уехал в Мирный 5 числа, я из дома выехал, сейчас только 2 мая только дома буду, почти месяц. Да, вот это да. Такая работа тоже тяжелая, да? Нелегкая, скажем так. В моем возрасте это для меня импульс. Жизнь не тонус дает. Скорее, да? Да. Общение с молодыми ребятами, друзьями. Я приехал, столько друзей мне здесь в Якутии.
Сюда приехал как к себе домой. — 5-4 уже счет встречи. Ислам Гиреев. Последние секунды. 13 секунд еще у него есть. Ну, равная борьба от достойных соперников. И последние секунды может сейчас завоевать победу. Не хватит Да, времени. не хватило, совсем чуть-чуть не хватило. хватило, чуть-чуть. Ну, Как обидно. схватка, конечно, блестящая. Конечно, за волосы хватается Ислам Гиреев. Очень, конечно, много эмоций отдал, силы все отдал. Но не получилось, конечно. Совсем немного было. И челлендж тоже, да? Куда без Ну, него. это уже без исходности бросает тренер. Ну, время там, конечно, уже завершилось. Не Да, успел. там табло видно было на табло. Сейчас они челлендж выкинули на табло. Хорошо, у нас 4 камеры работают здесь. И четко видно, все видно. Доли секунды даже. Челлендж все-таки приняли, я так понимаю, и будут Ну рассматривать. да. Ну, смотрим на табло. Время идет. Он не так проиграл. Ему что, челлендж выкинули там. Ну, здесь где тот балл? Нет, балла еще нету. Здесь тоже нету балла. Вот. Видите, все, время закончилось. Все. Все, уже 0-0. Все, и он уже шел. Тут и смотреть нечего. И тренер-то понимает. Но если он челлендж не выбросит, ему потом будут предъявлять, скажут. Всё, домой приедет. Или Что спортсмен скажет. Что ему, ты челлендж да, не бросил, да? да. Там же могли дать. А что ему мешало это до последней секунды вот этот прием сделать, это, техническое действие? Практически 4 минуты он стоял, ничего не делал, потом уже начал бороться. 6-4 выигрывает Юсуп Саипов. Знаете, когда раньше челленджа не было, так тяжело было работать, все бегут со своими телефонами. Все бегут со своими телефонами, записями. Говорят, вот посмотри, там так было. Я говорю, дома смотри. Здесь я не буду. Любительские съемки мы не рассматриваем. А сейчас большое табло, все ясно, все видно. Ну и финал. Главный поединок в этой весовой категории до 86 килограммов. Али Шакриев, Ингушетия, и Мухаммед Тахир Ханиев, Дагестан. Ну, Сакриев тут как бы лидер он сборной в этом весе. Не знаю, как он сейчас. Он одну встречу тяжело отборолся, 4-4. Но в финал слабые не выходят.
Да, первая минута без действий проходит. И арбитр, конечно, будет сейчас предупреждать. Да, Ханеев. Обманул у него, перевел. Да. Хороший перевод. Вот рядом проходил Лев Павлов, пожал руку, Приятно. поздравил, конечно, прикоснуться к Чемпиону. чемпиону. Ну, действительно, достойный чемпион. Никаких слов нет. Самая яркая схватка была в финале пока. Да, пока так. Может быть, еще у нас есть шансы, несколько весовых категорий еще будет. Так что, ну, пока. И, конечно, трибуны там были полностью заполнены. Сейчас, конечно, народ чуть-чуть уже, конечно, меньше. Больше по телевизору нас смотрит Султан Сергеевич. Сейчас это модно. Да. Трансляция идет по всем каналам, так что. Нет, ну на самом деле самое главное, конечно, они пришли, поддержали своих спортсменов. Да, Свою очень задачу, в приятно, общем-то, выполнили, конечно. да. И порадовались за своих ребят, да. Я давно не Поддержали. видел триумф, чтобы и боковые эти были все заняты, Да. столько народу. У нас, наверное, на футбол столько не ходят в этом премьер-лигу. Сколько здесь народу было. Да. Да, конечно, не могли 57 в конце сделать, но у нас официальное собрание первенства России, там регламент. И с одной стороны правильно сделали, потому что спортсмен переживает, там горит себя, а он настроился, он первый будет бороться, вышел и принес радость людям, болельщикам своей республики. Я не сомневаюсь, что вот это первенство России, даже под него, что взяли, что были уверены, что он должен выиграть Павла. Но мы полагаем, да, а Господь располагает, Да. так что на ковре все бывает, всякое бывает. Ну, не зря, значит, взяли, есть золотая медаль, это уже результат. Давно якутов не было. У них да, Нет, ну в последние 2 года у нас были медали Да, золотые. золотые. Третий год уже золотые медали с первенства России в этом возрасте. Это Станислав Свинобоев. Свинобоев, да. Он тоже очень уверенно. Да Он, кстати, в прошлом году в Дагестане был признан лучшим борцом турнира. Станислав Свинобоев в Каспийске. Это тоже дорого стоит. Ну, я думаю, что Свинобоев мог и не то, что здесь, в другом месте, в других городах выиграть. Да. Он так был хорош готов. Да. Единственный вот чемпионат первенства мира, когда в Уфе, да, мы надеялись, что он будет чемпионом. Не хватило, Не да? хватило чуть-чуть. Бронза, да? Бронза, и то уже большой успех для Конечно, молодого конечно, парня. конечно. Ну, будем следить тоже, как будет развиваться спортивная карьера. Сейчас в Иркутске будет бороться, он основной такой, это лидер в этом весе. Да, Иркутск надо будет, кстати, ну, не Иркутск, а Улан-Удэ. Нет, Иркутский Ю-23. А, Россия, да, будет? Да, да. А каких числа? 27 по 30 августа. В в августе. августе да. будет, да? Ну, перед этим он еще будет, наверное, бороться, будет Спартакиада
СНГ в Беларуси. Там первые номера будут бороться. Ну, я думаю, он будет бороться там. Ну и в Улан-Удэ, может быть, мы его увидим тоже. Может быть, да. С командой, со взрослой Да. командой республики. Ну, это решат тренеры. Да, сейчас хорошие ребята у вас есть. Копринов, На Иригинском Свинобоев. бронзу, да, взял. Да. Копринов с каждым соревнованием все уверенно борется. Он мне очень нравится. Я давно за ним слежу. Он в составе уже сборной команды тоже и на сборах работает. И на нашем домашнем международном коргинском турнире он тоже был в призах. Так что Сейчас Мирному там на одном дыхании выиграл все встречи. да, 30 секунд остается. Еханиев 0-2 выигрывает. Так незаметно пролетело время. Вы много чего рассказали, успели за это. Да, борьба за это. скучная, финал скучный. Да. Ну, не такой яркий, конечно. Да. И вес, конечно, тоже тут серьезный, 86 килограмм. Ну, хотя и в больших весах поактивнее борются, да, иногда Ну спортсмены. да, конечно. Ну, и мировые лидеры в этом весе какие, да? Да, Просто это самый добрый сильный подъем. состав, наверное, в этом весе, Да. 86 килограмм. Иран, США, Россия. Легко доставать. Да, поздравляем Мохаммед Тахир Ханиева с бронзовой наградой в этом весе. И ждем мы главный финал. Нет, вернее, следующая главный схватка, финал. да. Это, да, золотая медаль у Ханиева. И сейчас церемония награждения очередная, а потом уже следующий вес это 97 килограмм. Третье место. Бронзовые призеры. Маламагомед Гамзатов, Республика Дагестан. Алун Тухаев, Республика Дагестан. Бронзовые призеры первенства России получают сертификаты на сумму 30 тысяч рублей. Маламагомед Гамзатов, Республика Дагестан. Алун Тухаев, Республика Дагестан. Так, церемонию награждения проводит Сергей Васильевич Местников, заместитель председателя правительства Республики Саха-Якутия, также один из организаторов нашего турнира, наших соревнований. Курирует он как раз Министерство спорта в правительстве. Второе место. Серебряный призер. Джамал Маркушев, Республика. Это был тоже очень интересный финал. Маргушев Джамал, серебряный призер. Сумму 50 тысяч рублей. Победитель. Ну и победитель первенства Антон Сучков, Красноярский край. И форма какая, да? Красочная, красивая.
Красноярский край надпись. Ну, очень тоже спортивный регион. Много больших мероприятий проводится. Ну и, конечно, традиционно турнир Ивана Ярыгина. И какой пояс красивый. Чемпионский пояс с гербом Якутии, официальным логотипом и знаком столетия. Вот отец и тренер, и судья Александр Сучков сам тоже в свое время боролся и воспитал двух сыновей борцов. Ну и традиционно яркие моменты поединка. Финального поединка в этом весе, 74 килограмм перед вами. Антон Сычков, триумфатор нашего турнира в весе до 74 килограммов. Сейчас он раздает интервью. Рядом с нами тоже стоит. С отцом. Да, с отцом. Кстати, у отца тоже интервью берут. Да. Кстати. И, кстати, на Матч ТВ у нас будет, следите за новостями на Матч ТВ, у нас будет репортаж с наших соревнований с Якутска на федеральном канале. Ну и, конечно же, прямо сейчас там ведутся прямая трансляция финала, финальных поединков. Комментирует знаменитый комментатор Владимир Иваницкий, которого мы прекрасно все знаем, тоже один из блестящих специалистов вольной борьбы. Да, это здорово, когда освещает наши соревнования, борьбу. Да. Уже на федеральных телеканалах. Вот. Официальный информационный партнер Матч ТВ нашего турнира. Тоже, по-моему, это впервые, чтобы первенство России показывали на Матч Боец. Но это все в пользу популяризации нашего вида спорта, вольной борьбы. Видите, с Татарстана в малом финале борется. Кстати, парень. да, Чмель, да? Фамилия интересная. Матвей Чмель и его соперник из Крыма Азамат Яхутлов. Кабардинец. Да, Кабардино-Балкарская республика. Очень много спортсменов из Кабардино-Балкарии. Молодых ребят. Видимо, там тренер работает в Очень хорошо, Кабардино-Балкарии. да, видимо, да. Матвей Чмель. Но из Татарстана тоже несколько очень хороших борцов было. Я думаю, что и впредь мы будем смотреть за их борьбой на других соревнованиях, в других регионах, да? Это Татарстан, Привольский федеральный округ. Давно не было такого результата. И первый балл, кстати, заработал Чмель, да, ведет 1-0. Сейчас 30 секунд красному еще дали. Это 97 килограмм, уже такая мужская борьба.
Мощные ребята борются. Да, скидывают они сколько килограмм, да, больше 100 каждый весит. Ну да, И примерно, по несколько да. килограмм, конечно, скидывают перед схватками. Ну, у нас вот 2 дня взвешивания прошло вообще идеально. Никаких табло на электронном этом все выводим, вес выводили. Вообще всем тренеры довольны условиями проведения и взвешиваний, и соревнований. Я многими разговаривал. Все довольны. Мало у нас сейчас такие места, где вот так проводят вольную борьбу. Очень затратно, конечно, вот это все оформление. Очень дорогое. А предписания федерации жесткие. Ну вот, вы взялись тоже в Иркутске, да? Вы сказали, первенство России в этом году проводите. Я в прошлом году был в Чите и проездом тоже был в Иркутске. Такой старинный такой город, да, красивый. И смотрел, конечно, и Байкал. Думаю, будет очень тоже интересные соревнования пройдут у вас. Мы ждем вас. Ну, надеемся. Да, у нас программа там на Байкал съездить, все, программа, все у нас будет. Проход в ноги. Чмель, смотрите, 2-0 ведет и снова в атаку бросается. Это уже второй период. В прошлом году чемпионат России был в Чите по боксу. Ну мы тут по кадетам проводили Россию там. Да, тоже. там постоянно же, да, тоже проводятся Нет, соревнования. Ну, соревнования по борьбе. Да, по борьбе мы первый раз там проводили. По юношам. Ну там были недоработки много, но провели. Всё нормально. Ну, развивается. Географию они хотят, правильно не делают. Все равно это много дает, когда вот такие соревнования проводят, в каком городе там для молодежи. Ну, там очень перспективно, в общем-то, для развития, да, и Монголия рядом тоже борцовская страна, да, и Бурятия, Иркутск, Читинская область. Да, Забайкальск. Забайкальский, да, ну да, вернее, Забайкальский край. Тоже много можно соревнований проводить, конкуренцию хорошую, да. И, кстати, Дальний Восток Бурятия у нас сейчас тоже, что очень сильную конкуренцию создало у нас на первенствах Дальнего Востока. У нас мы, кстати, в Якутске принимали и до 21 года Дальний Восток, и до 24. Вот недавно в Нижнем Бестяхе, прямо за рекой, проводили в новом зале, тоже на высшем уровне провели. Мы там работали тоже, комментировали, показывали все схватки. Очень интересно. Буряты ослабили Сибирь, укрепили Дальний Восток. Да. Ну это нормально. Ну, Сибирь там все-таки и Красноярск есть, и Тыва, да, наверное, Да. самые ведущие. Мы им сейчас Иркутск немного конкуренции тоже создаем. Да, и Новосибирск мы видели, есть ребята, здесь выступали. Несколько, кстати, ну, команда приехала из Новосибирска. Знаете, вот когда бурятов не было в округе, конечно, вольготно чувствовали якутские борцы. Конечно. И небольшой спад был, потому что не было такой конкуренции. А сейчас уже смотрю, во всех возрастах якутские борцы. Да, сейчас бурятов в некоторых возрастах опережают якутские борцы по взрослым. Так что нормально это. Но конкуренция всегда на пользу. Конечно. Да, ну, Кавказ почему тоже такое развитие идет? Потому что там все регионы занимаются вольной борьбой. Да. Это не только потому, что один Дагестан там занимается, да, а потому что и в других регионах республик. Вот это да,
2 балла. Яхутлов не согласен, не хочет в Поволжье отправлять медаль. Представляет он Крым, но сам родом из Кабардино-Балкарской республики. 4-2, 20 секунд остается. Ну, Чмель очень хорошо начал вроде, да. В концовке сдал. Может быть, добавил Яхутлов. Может, и то, и другое, да. Ну, времени мало осталось. Совсем мало. Проход в ноги. Ну, пытается до последнего работать, что всегда, конечно, хорошо, но да, дает еще 2 балла. Яхутлов. И, кстати, да, тоже очень тепло поблагодарил и публику тоже. Поднимает руки. Видимо, эмоции. замечанием сделали тренер, что себя корректно. Вот, знаете, мы вот в Иркутске проводили, уже у нас 3-е первенство России будет до 23. До этого мы проводили кадеты. Через 2 года мы юниоры провели, когда Свинобоев у нас выиграл. И вот сейчас мы этот же 23 проводим. И знаете, вот в деревнях бум пошел в этой борьбе. Вот. Первенство Иркутска проводим по юношам, по 600 человек бывает. Вот реклама, вот соревнования проводить, это очень здорово. Это все работает, да? Да. На самом деле. Ну и главный финал в этом весе до 97 килограммов. Москвич Ислам Кильчуков и его соперник из Чечни Шахман Нухаев. Вот он в синем трико. Нухаев и Кильчуков. Кто здесь фаворит? Ну, здесь... Не знаю, тоже по-моему, не скажешь, одинаково. да, да. Ну, Кильчуков, он такой мощный. Как танк прет. Вот, начинает он. Итак, центральная категория, поединок за первое место весовой категории до 97 килограммов. Поединок ведут в красном трико Ислам Кильчуков. Москва, параллельный зачет. Видишь, какое давление он создает. У него вся борьба вот такая. Я смотрел несколько схваток, на моем ковре он боролся. Мощный, да? Да, мощный. Его соперник в синем, представитель команды Чеченской Республики Шахман Нухаев. Победитель первенства Северо-Кавказского федерального округа представляет спортивный клуб «Ахмат». Тренеры Бахар-Султан Закиров и Ибрагим Хамзаев. Ковер Б. Поединок за первое место. У нас 10-й час прямого эфира финалов. Что? Да, мы в 10 часов сюда пришли на совещание. Я думаю, в 10 часов уйдем. У нас еще впереди 125 килограмм. Да, еще 2 схватки будет после этой. Ну, еще и церемония награждения, я так понимаю. Да, сегодня тяжелый день был, конечно, у нас с этим открытием, награждением. Еще у Тишиловки боролись с утра. Да. Утешительные схватки в 6 весах, плюс еще предварительные в 4. Действительно очень много. А вот 2 дня мы боремся, да, я вот заметил, Туше практически очень мало. Вот финал выиграл 57 на Туше.
А так во схватках, ну, 3-4 раза был туши и все. Да, кстати. Все Равные, борются до конца. Да, равные схватки. По, много. по 6 минут, по 5, по 6 минут все борются. Но это значит, что уровень такой, да, достаточно Да. близкий у всех. Это хорошо. Значит, развиваются регионы. Борьба развивается. Ну да, до четвертьфинала очень много боролись, много регионов. И в Воронеже были, Брянский, Татарстан, Чувашия, Калининград. Калининград, очень много регионов. — 43 в общей сложности. Коми, там Да. никогда борцов не было в последнее время. И вдруг, да? Да. Кстати, вот Сергей Пушкина, да, его отец же тоже судья. Да, он тоже здесь работает. судит, да, он на этих Александр, собраниях. по-моему, Пушкин. Да. Александр Сергеевич. Он депутат городской думы. А. Да, Сыктывкара. Кстати, мне довелось как-то побывать там, по мини-футболу соревнования. Ну, чемпионат России, вернее. Давно это было, конечно. 8-0 ведет Кельчуков уже. Ну, я Серьезно. говорю, он очень такой физически здоровый. Мощь, да? Да. Такая. Я в 1970 году в Сыктывкаре первенство СССР было по юношам. Я 3-е место там занял. То есть вы там даже боролись? Да, в 70-м году. Вот у вас память такая. Ну это Не забудешь, не забудешь. первенство Союза. А, Да, Советского Союза. тогда Советский Союз был. Да. Понимаете, тогда еще старый город был, гостиниц. Там мало было. Не знаю, ну нам-то молодым, что, юноши. Но было очень холодно. А я приехал с Владикавказа, еще тогда за сети боролся. Солнечного Владикавказа, да? Да. Кстати, наш парень из Осетии тоже выступает. Ну, Видели, вчера- да? Тоже вчера, вчера он да. боролся. Я его видел в Владикавказе, там на тренировке приходил. Он говорит, там учится, по-моему. Да, учится Да. в училище, по-моему, Олимпийского резерва. Да, у Славика Багаева тренируется. Кстати, он хорошо боролся здесь. Да, неплохо. Несколько схваток выиграл. 2 схватки, по-моему. На самом деле пожелаем Кельчуку выиграть, потому что чуть-чуть, конечно, усталость тоже есть. Второй Ну период. да, он с этим справляется, но нет. Мухаев спасся. Ну, Хаев даже не знает, как пристроиться к его борьбе. Да, вот думает, что будет сделать, да, но ничего не получается. У нас останется самый большой вес 125. Да, тяжелый вес. Да, близок к победе Кельчуков. Нет, ну в этой завязке пока защищается хорошо Нухаев, хотя да, все, 2 балла. балла и Молодец. 10-0. Убедительная победа Ислама Кельчукова. Представляет он Москву. Но параллельно зачет Кабардино-Балкарии. Да. Пояс показывает пояс победителя, да? Ну, конечно,
100 тысяч плюс еще пояс. Еще и тренеру подкинул немного, да? Очень здорово, конечно. Ваш ученик Да. подходил к Да, нам, да? Да. А как вы, да, действительно, вы рассказали, меня на самом деле удивили. И Базулин ваш ученик, и Чердонов ваш ученик. Еще Базулина я привел в судейство сам лично. из Брянска, Да, из такого да. не борцовского еще региона. И вырастили, да? Да. Он еще упирался, Не хотел, да? а вырос до какого. Мы до сих пор вместе дружим. И Семен Чердонов, и Женя Павлов, Леха Базулин, Алексей Базулин. Даже с семьями дружим. Спорт должен объединять именно, да? У нас легендарная команда была судей. Ну и церемония награждения. Весовая категория до 86 килограммов. Бронзовые призеры награждаются сертификатом на сумму 30 тысяч рублей. Второе место. Серебряный призер Али Шакриев, Республика Ингушетия. Да, серебряный призер За второе место Али Шакриев, Ингушетия. призер награждается сертификатом на сумму 50 тысяч рублей. Первое место. Победитель Мухаммед Тагир. Да, объявляют победителя. Спортсмен из Дагестана Мухаммед Тахир Ханиев. На сумму 100 тысяч рублей. И пояс. Награждается тренер победителя Али Исхаков. Тренеру вручается Вот, кстати, главный судья наших соревнований 50 тысяч рублей. Магомед Куракаев. У Али Исхакова тренер уже второй чемпион. 2 чемпиона. Богатому едет. Да, 100 тысяч заработал. Это для тренера это очень хорошие деньги. Приятно, когда тренер не забывают, организаторы. И вот тоже моменты из финальной схватки. Ну и у нас заключительная весовая категория. Вот, наконец-то земляк мой один вышел за 3-е место. Республика Алания. Из Воронежа в красном трико парень. Да, Александр Гришин, Воронеж. И в синем трико Хабиб Давудгаджиев, Дагестан. Тоже широкая, скажем, география. Ну, Дагестан
традиционно скажем, да, участник всех наших финалов практически. Ну и Александр Гришин, Воронеж в красном трико. Ну а в финале будут представители Московской области и тоже Дагестана. Ну, 125 килограмм для этого возраста очень слабый вес. Ну, Воронежу тоже надо медаль. Да. Ну, посмотрим. Начинает он неплохо, в общем-то, в центре ковра. Прессингует. Активный. Как борьба пойдет, посмотрим. Ну да, активный захват. Не знаю, что боится бросать. Такой здоровый. Первая минута без действий пока. Да, и Гришин ведет 1-0. Ну, Activity Time тоже дали время на атаку. Не успел. Ух ты, попытка броска какая-то не очень У подготовленная. него коронный прием, он проигрывал перед 1/4 финала. И вот этим же приемом он положил чисто дагестанского борца. Давуд Гаджиев? Нет, Гришин. Гришин? Да. А, поэтому он... Другого дагестанского борца. Видимо, такой, да, его Ну, это коронный. поздоровее. Это, Давуд Гаджиев. Давуд Гаджиев, он поздоровее. Мощно тоже выглядит. И он ростом поменьше, тяжело бросить таким броском. Центр тяжести ниже, да? Ну да. Ну, Воронеж всегда, тяжелый вес всегда у них были. Были, да? Да. Ух ты, снова попытался бросить Гришин. Ну, И один проиграл. балл, да. Первый Давуд он упал. Гаджиеву. Нет, все верно. Последние секунды первого периода. И при счете 1-3 отправляются на отдых спортсмены. Вот, кстати, вот на экранах видите видео этого пояса нашего чемпионов. Красиво оформлен на экранах. На ковре супертяжеловес. И повтор. В красном трико Расул Киров. Имеет первый спортивный разряд. Бронзовый призер первенства России. Спортсмену 17 лет. Тренирует руководство Шнапа. Да, у нас в России тяжелый вес, конечно, проблемный во всех этих юниорах, взрослых. Во всех возрастах, да? Головная боль для
тренеру главного сборной. тренера. Да. Хаджимурат Гацалов сейчас главный тренер у нас сборной, молодой. Да. Тоже легендарный спортсмен. Ну, в целом такой молодой состав, да, тренерский у нас. И молодежки Гадисов. Среди Да. взрослых Гацалов. По младшим Царгуш. Да, Денис юношам. Царгуш тоже, По да? кадетам тоже это Калаев, тренер Царгуша. Ну, тоже не старый, он тоже молодой. Ну, конечно, постарше их, но молодой. Состав сильно обновился тренерский. 2 минуты до окончания. Да, вот сейчас тоже подумать, удивляешься, да, как можно быть чемпионом мира в 3 весовых категориях, да, Хаджимурат Гацалов? Да, 82 он был. 97 и 125. 125. Уникальный это Уникально. спортсмен. И последняя сейчас минута пойдет. Гришин должен постараться. Что-то не видно его агрессивности такой. Вялую борьбу ведет. Последняя минута. Все. Выкладываться надо. Воронеж без медалей может остаться сейчас. Хотелось бы, но что сделать. Дагестан, конечно, доминирует. — 25 секунд. Да, вот Гаджиев правильно борьбу поставил. По-моему, балл, да, будет? Да, балл Гришину. Арбитры предупредили. Время назад Гаджиев. вернули. Еще и время, да, 14 секунд. 12, 11. Ну, в любом случае ему надо 2 балла. Да, Гришину. Технические Не действия. один. Все, последние секунды. И такой, да, эмоции. Ну, конечно, за 3-е место тоже очень обидно проиграть. Останешься же вообще без ничего, на самом деле. Хотя вышел тоже вроде как малый финал. Много сил отдал. И, конечно, очень рад, что стал обладателем бронзы. Дауд Гаджиев. Ну и у нас заключительная схватка остается. Ну, пока там, на другом ковре еще поединок продолжается. По завершению у нас будет. Знаете, как Да. в борцовском кругу говорят, вот, за 1-е место, 2-е место, да, оно выше как бы идет, ты проиграл, если ты 2-е место занял. Да. А за 3-е, это как-то почетнее, ты выиграл 3-е место. Да. Схватка. Серебряная медаль достается тому, кто проиграл финал, да, Да, а бронза, она За человеку, бронзу который бороться. выиграл, только если выиграешь схватку. Да. Там тоже напряженная борьба идет в том ковре. Да, Антон Пушечкин из Воронежа тоже, оказывается. 2 спортсмена, так что там... тоже проигрывает. 1-2 счет, как мы видим, да? Но 40 секунд остается. Его соперник Исаак Ацаев из Чечни. Давайте посмотрим Не концовку. Владикавказа разве? Нет, что-то я напутал, да. Это 125. Расул Капсергенов, Карачаево-Черкесская, да? И Осетин Ирбек Тавгазов Да. в синем.
единственный финалист на сегодняшний день, вернее, за малый финал За бронзу, да. И Республики он, кстати, Северо-Осетия. проигрывает. 20 секунд остается. Капсергенов, Карачаево-Черкесская республика. Расул. Ирбек, Кавказов. Ну и все, последние секунды. Не отдаст, видимо, Капсергенов. И становится он бронзовым призером. Из Осетии нет медали. Вот, Да. да, вот видите, да. И Ирбек. Сегодня нету. Да. Но завтра тоже будут схватки. В 4 весовых категориях. Может Ну, быть, там будет, Там да? тоже, по-моему, я не заметил. Точно не в главных финалах, да? Я удивляюсь, такой возраст, юниоры, и 9 человек всего борется команда Северной Осетии. Алания. Никогда такого не было. Ну и ждем мы главный финал в этом весе, 125 килограммов. Ахмед Шугаибов, Московская область, и Саид Хасан Ахматов, Дагестан. Тоже Дагестан. Шугаибов, Ахматов. Вот Ахмед Шугаибов, да, он очень прогрессирующий борец. Он каждым соревнованием добавляет. Очень хороший парень. Я думаю, с него вырастет хороший Вот, тяж. кстати, Гадисов, по-моему, его тоже похвалил. В этом весе сказал, что вот перспективный парень Шугаибова. Ну, посмотрим, давайте этот финал, тем более, что заключительный на сегодня. А на ковре работает Александр Сучков, я так понял, да? Да. Красноярск. Предупреждение, кстати, Шугаибову. Ну да, первое замечание. Вкусно. На центральном ковре поединок за первое место в весовой категории до 125 килограммов ведут красным крюком Ахмед Шугаибов, Московская область, спортсмен 17 лет, кандидат в мастера спорта, победитель Центрального федерального округа среди юношей 18 лет, представляет центральную школу Олимпийского резерва по имени тренер Али. Его соперник в синей категории представитель команды Республики Дагестан, мастер спорта Саид Хасан Ахматов. Спортсмен 19 лет. Ну, уже 30 секунд отсчитывает, да? Спортсмену с Московской области Шугаибову. И первый балл будет у Ахматова. Шугаибов только-только вот последние 2 года, вот второй год, как вышел вот на такой уровень. Вот. И с каждым соревнованием он все добавляет. Ну, действительно, фактурный парень. Молодой, ему 19 лет. Кто первым заступил? на Красный. ковер?
Нет, Ахматов 2. синий заступил. Да, видите, 1-1 счет. В пользу Шугаибова. У него тренер Лимурза Лиев, он много олимпийских чемпионов воспитал. И вот сейчас с ним работает он. Национальное время за первое место весовая категория до 125 килограммов ведут в красном трико Ахмед Шугаибов, Московская область, в синем Сайт-Асан Ахматов, Республика Дагестан. Счет 1-1 ведет Ахмед Да, Шугаибов. синий заступил. Вот он, да. Повтор еще раз посмотрим. Вот он, да. Когда пятка, ну, стопа полностью ушла Да, за пределы ковра, да. и 1 балл. Сейчас все строго с этим, да, следят. Вот. А с камеры 4 сторон и все. Ага. Со всех сторон можно его. Ну и заключительные 3 минуты нашего второго дня соревнований. Заключительный финал. Ну а завтра, напомним, 4 весовые категории, финальные схватки и утешительные. Завтра с 11 часов, финалы с 14, да, с 2 часов дня. Все будет завтра гораздо динамичнее, быстрее, но не менее интересно, скажем. Наши ребята будут и в малых финалах, и в утешительных, я, насколько я знаю, тоже будут бороться. Так что будет тоже интересно. Посоветуем тоже посмотреть, прийти и на арене, и по телевизору можно будет посмотреть тоже. Сумму устроили, толкают друг друга. Один вытолкнул, второй вытолкнул. Ну, Ахматов, кстати, сейчас вперед вышел. Ну да, у него последнее действие, да. Действие. Они друг друга знают, видимо, с Дагестана. Ну, борец с Интриком помощнее выглядит. Да, плотный, помощнее парень. И смотри, за ковер вытолкнул. 1 балл Ахматов. Но это еще не победа. Но похоже на это, потому что, да, диктует пока свои условия. Ахматов во втором периоде 2 балла, да, взял. Да, он помощнее. И свежий тоже, и не видно, что он устал. В отличие от Шугаибова, который чуть-чуть застаиваться начал. Действий никаких не предпринимает, видимо, тоже силы много отдал. Да и помощнее реально, да. Да, и он молодой парень, там борец красным такой, помолодой. Помоложе, да, наверное, на год. Это видно, что тут поопытнее. Секунд. Я вот одно не понимаю, он проигрывает, не рискует, ничего не делает. Он встал в его борьбу. Или 3-2 проиграешь, 5-3-2 проиграешь. Разницы никакой нету, это финал. Десять последних секунд. Ну, чуть пораньше надо было. Тем более, что возможности, оказывается, есть на самом-то деле, да? Так я о чем и говорю. Да. И вот, да, как тренер там, эмоции тоже.
5 минут стоят, потом за 10 секунд хотят выиграть схватку. Это так не бывает. Да. При такой борьбе. Поздравим Саид Хасана Ахматова с победой. Ну и серебряная медаль у Ахмеда Сугаибова, Московская область. Ну а нам остается поблагодарить организаторов за блестящую организацию всех соревнований, особенно финалов, да. Ну и, конечно же, всех спортсменов. У нас одна золотая медаль. Лев Павлов принес сборной команде Республики Саха-Якутия. Самая яркая борьба. Финал. Да, самый яркий финал. С этим уже надо согласиться, потому что мы все финалы посмотрели. Ну и сейчас будет церемония награждения весовой категории до 97 килограммов. Ждем. Третье места. Бронзовые призеры. Азамат Яхутлов, Республика Крым. Антон Пушечкин, Воронежская область. Бронзовые призеры первенства России получают сертификаты на сумму 30 тысяч рублей. Награждение проводит Абдусалам Мамадханович Гадисов, старший тренер молодежной сборной России, двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России. Серебряный призер Шахман Нухаев. Это весовая категория до 97 килограммов, вес, в котором боролся и сам. Серебряный призер получает Сегодня старший тренер. 50 тысяч рублей. Первое место. Победитель Ислам Кильчуков. Москва. Вот победитель в этом весе. Представитель команды города Москвы Ислам Кельчуков. Второе место у Шахмана Нухаева из Чечни. И эксклюзивный пояс Азамат Яхутлов, Крым, бронза. Ислам Кильчуков. И Исаак Ацаев, Чечня. Карачаево-Черкесская республика. Награждается тренер чемпиона Анзор Темботов. Тренеру вручается сертификат на сумму 50 тысяч рублей. Поздравляем всех призеров и победителей весовой категории до 97 килограммов. Ислам Кельчуков, Кабардино-Балкарская республика, параллельный зачет дает, да? Первая команда Москва. И момент схватки.
Начинается торжественная церемония награждения победителя и призера весовой категории до 125 килограммов. Награждение проводит Юлия Игоревна Абадаева, заместитель генерального директора закрытого акционерного общества «Сбербанк АСТ». Третье место. Бронзовый призер. Итак, церемония награждения самой тяжелой весовой категории до 125 килограммов. Выходят бронзовые призеры. Да, бронзовые медали у Расула Капсергенова, Карачаево-Черкесская республика, и Хабиба Давудгаджиева из Дагестана. Третье место. Бронзовые призеры. Хабиб Давудгаджиев, Республика Дагестан. Расул Капсергенов, Карачаево-Черкесская республика. За третье место получает сертификат на сумму 30 000 рублей. Вот перед вами бронзовые призеры. Расул Капсергенов, Карачаево-Черкесская республика, и Хабиб Давудгаджиев, Дагестан. Серебряная медаль у Ахмеда Шугаибова, Московская область. И сертификат на сумму 50 000 рублей, бронзовым призером по 30. Ну и чемпион Саид Хасан Ахматов, Дагестан. Традиционная фотография на память. Ну и нам остается рассказать, какова у нас будет программа. Заключительный третий день соревнований. В 11:00 начнутся у нас утешительные схватки в 4 весовых категориях до 61, 70, 79, 92 килограммов. Ну а финалы начнутся в 14:00. Напомним, что вход в Центр спортивной подготовки свободный, бесплатный. Можете прийти в воскресный день посмотреть финальные поединки. У нас будут и финалисты в малых финалах, и утешительные схватки тоже, наверное, посмотрим. Наши ребята будут бороться. Да, всем
спасибо за внимание. Ну и, конечно, в концовке посмотрите главную схватку, которая была сегодня. Это финал весовой категории до 57 килограммов. Лев Павлов, Республика Саха-Якутия, Сунтарский Улус и его соперник Халид Магомедов, Дагестан. Блестящая победа Льва Павлова, с которой поздравляем всех болельщиков, всех любителей вольной борьбы в Якутии. А на этом мы с вами прощаемся. Благодарим за внимание. Встретимся завтра в 11:00. До свидания.